существовал. Талят Муждабаев, айтнес будет Хабристан Ахында, Мезар Ахында, Никита Коэндер. Son Tatacı değil mi yoksa? Siz özünüz doğma kaçıncı yılı? Ben doğdum 1038 senesi Niktaya. Bunda mezarlık olacağını bilirim. Hart anam, babam, anam, kediler bunda gösterdiler, söylediler bana buraya böyle mezarlık var. Bizim eski mezarlık. Bunda gömülen bizim koydaşlar. Bizim koyun adamın gömüldü. Şimdi bunu bu yerleri verdiler uçları uçaska. Kime verdiler? Ne familyasını biliyorduk ne bir şey. Böyle kaç kere vardık neye? Mır şehrin boyuna laf ettik. O dedi işte Slavya zamanında bir şeyden kasat etemeydik. Akif neyedir? Moskva'yadır. Verdik Zapros, bana bir ayda gelir. Şimdi bizim kartlarımızın nesli buraya yaparlar ev kemiklerse, kartların kemiklerse. Bu yerin adı Ayan Kırlar idi. Bunda Kıdırles olganda adam var. Adamlar okurdular. Bunda bir şehit taş var idi. Bir святое место bunda var. Bunda ne derler? Bu eski kiparisler haldı tap Cenk'ten evvel. Şimdi 30 metreden de büyük. И тут тысячи башташей лежали. Baş taşlar, o bütün taşlar abi yolu yapkanda bütün taşları alıp netler, kennetler bu neyi yolu, bu başlarında araba yoluydu bundan başına gitmezdi. Yani şimdi buna işte abi uçevi yaparlar, kiparizleri yok edip bu büyük kiparizleri yok edip gerileri. Начали строить, вышли кости, да? Нет, я не видел. Но мы точно знаем, что это место для кладбища. Но остальные эти дома, это что же на кладбище? Остальные эти дома, видите, кто? Я знаю только вот эту часть. Здесь, значит, burada tepede, mezarlıkta, bunda tapkanlar bunda. Ama kemikleriydi, dediler Rusların. Bunu, burasını nasıl geldik işte biz? 89 senesi geldi ben bunda. 89 senesinden beri bakıp oturuyorum burasına. Geldiğimde buna gelip buraya amin yapardık. İşte ne okuduk, bilgeni okuyordum. Aşık nasıl geldi bu adam? Aldı buraya uçaska. То есть вы с 89 года здесь никому не выделяли? Не дали мы. Не давали. А сейчас решили строить, да? Ну вот каким-то образом этот человек получил эти участки. И берут эти деревья, рубят, да, все это? Ну, вырубать, как вот видно же, да, что вырубленный. Он построил вот вторую плиту поставил. Строить. В общем, ne de çare tapıp da bundan almak gerek. Buraya ne kalsa o bizim bir şey bize kalmadı. Сколько семей никитцев смогли вернуться сейчас, Никита? Никите? Как? Не больше 10, да? Да, больше 10, да. Вот сейчас на полях... Именно кто... Да, кто дети, которые уже остались живых. Где-то не больше 10, да? Да, где-то 10. Остальные с других мест здесь, да? С других мест. Теперь что я хочу... Вообще до войны было... Ну, это директор. 300 семей, да? Было? Да, ну где-то там... Может быть, где-то около 200 семей с лишним, наверное, было, да. Что еще можно здесь? Значит, вы на протяжении вот этих 30 лет к вам постоянно приезжали наши никитские старожилы, постоянно вам говорили, что это место... Да, и они, да, я сам с ними поднимался сюда. Здесь мы этот читали... Проводили сбор односельчан, да. Проводили Хадерлес и сохраняли это место, да? Да.
берегли его как зеницу ока. И вот, пожалуйста, результат того, что... А власти не обращают внимания, да, на ваши обращения? Нет. Ну, она словесно говорит, что доказать, мол, нельзя. Ну, была у них, потому что здесь первый раз дали это крымскому татарину участок. Мы подошли, поговорили с ним. Она предоставила... Как же ее фамилия? В общем, с поселкового совета пришла бумага, что она показала, вот да, здесь кладбище нельзя. И этот человек убрался. После этого сюда доступ не был, вообще никто не приходил, ничего. Но это все берут участки те местные, да, люди? То есть это откуда-то... Нет, он откуда-то приехал, сказали. Откуда он, как, я не знаю. Наши 30 лет стоять не могут. В каждой семье поумирали люди. У меня лично самых близких людей два брата. Отца двое. Дочь, сын, сестра и братишка. Вот в этом году померли. Одна 96 лет, вот, который, я говорил, участвовал здесь. В каждой семье повыбирали люди, умершим, там никому, ни сыну, никому не положено делать. Еще есть что? Вот этот, кто получил вот это вот материальный мат-капитал, да? Ну, у кого там положение плохое, они получили, им не положено делать. Откуда они нашли этот закон, мы не знаем. Где, как, что, почему именно распространяется это вот дело. Хорошо узнать. Хотя бы на основании чего. Расскажите, вы в каком квартале Никиты родились? Я родился вот здесь вот буквально под этим вот, под кладбищем, под дорогой, вот буквально 50 метров. Юхарым-Але, получается, да? Юхарым-Але, вот прямо Юлун-Тибне. Значит, вам на момент выселения было 6 лет. 6 лет. Да. Как воспоминания, какие остались? Воспоминания какие? У нас, дети, что, мы и сюда поднимались на это кладбище, потом было русское кладбище там внизу, ходили на Пасху там, вот, с русскими жили очень дружно. Был даже человек, который у нас все время работал. Ну, как работал? Помогал по хозяйству, там, деревья, там туда-сюда. Вот. Отец работал пекарем, войну прошел. Матери было 25 лет. Отца зовут вашего? Отца Сеид Амед. Муждаба Сеид Амед. А маму? Маму Зера, бабушка Фадиме, она осталась вдовой. Так, в 37 лет она осталась вдовой. Больше она замуж не выходила. Отец воевал 5 лет. Нас, значит, отсюда выселяли. Мне 6 лет, брат 8. И братишка еще 3 года было ему. Матери было всего 26-й год. С нами, значит, бабушка, о которой я говорю, как она осталась одна. Дед мой работал заведующим рассадным хозяйством в ботаническом саду. В 1937 году якобы испортил качество табака дед Адам Йохетлер, без права на переписку. Где бы я ни искал, где бы что ни нашел, нету. В 1989 году его реабилитировали. Если человек не реабилитирует, значит, он не виновен. Я так считаю. Ни за что. После войны отец вернулся. С нами еще был прадед, которому было 102 года. Как звали? Да. Асан Карбаба. Он выдержал вот этот скотский вагон, в котором нас перевозили, он выдержал и в Намангане, в Хасансае 3 дня жил и в бреду говорил, что в Фадме, на мою бабушку, вот эти деревья я для тебя посадил. Он думает, что он находится в Никите. Вот так она просто... После войны нас отец нашел на Мангане, в Хасансае, перевез в Беговат, город Беговат, Узбекистан. И за этот перевоз участника войны посадили, он 9 месяцев сидел в тюрьме. И вот особый приказ пришел с Москвы немедленно освободить. Он работал как здесь пекарем,
Никите, так и всю войну прошел пекарем. Обеспечил всю воинскую часть. Вот это вот. Как звали вашего деда, которого ты... Мехмед Эмир Сали. Вот, пропал без вести. Короче говоря, его забрали в 1937 году. Я еще не родился. В ноябре забрали. Мою мама моя в положении в таком. 2-3 раза ездила в Ялту, в Симферополь. И без права на переписку, никаких свиданий, ничего. После этого я сколько искал, его не нашел нигде. И вот в 1989 году, значит, он реабилитирован. Работал на этих парниках и теплицах, заведующий рассадным хозяйством ботанического сада. Вы всю жизнь работали в Намангане, да, Беговате? Беговате, да, Беговате. В каком году вернулись в Крым? В 89-м. Уже полностью вернулся. А до этого я приезжал сюда, не менее 10 раз. Именно, чтобы попасть в Никиту. Так мне удалось 18 лет пробыть в колхозе, в этом Белогорском районе. Проломе, да, Проломе. Там, значит, занялся скотоводством, парники, теплицы, около 100 скотных овец было, около 20 с лишним коров, быков, телок, кролей, все. И вот это все было распродано. И, наконец, я получил здесь земельный участок. Несмотря на то, что трехэтажный дом стоит прямо рядом. Живут там другие. На этот дом у меня полностью документы есть. Никуда не обращался, но понаслышке слышал, что за дома дают 10 тысяч. Пускай на эти 10 тысяч сходит на базар и купит себе что-нибудь, если сможет. Значит, с 92-го года здесь люди стоят, хотят получить... С 89-го, да. Стоят один, значит, вот с 2003 года, с 3 сентября, на пустующих полях образовали полян протеста. И вот по сей день стоят. До этого они были ими поданы заявления в администрацию. Не получив квартиры, они вынуждены были стать на эти поля. На пустующие. До нас 30 лет пустовали парники и теплицы, насчет чего и умер мой дед. А? Вот многие среди тех, кто не могли получить, это же никитские там. Да. Сейчас 30 человек, 29 человек из Никиты стоят на земельных участках. В каждой семье потерянных много. Люди поумирали. Уже старики умирают. Да. Вот в Никите считайте, что я самый старый сейчас. Ну, я вот знаю, вот у Сиинага Мустафаев был, вот он не дожил. Да, вот он умер. Хотел получить участок. Да. Вот эти земельные участки, это как, не знаю, если бы они не хотели давать, взяли бы, послали сюда исполнителя, на 10 дней дали бы сроки, поломали бы к чертовой матери, снесли бы вот это вот, люди бы хоть живы остались. А то вот от этого стресса, моя семья потеряла 7 человек, 2 братьев, невестка наша. Теперь отца, братишка, сестра, племянник мой. Теперь так. Яхши тогда. Брата жена тоже здесь померла вот недавно. Тоже за год, короче говоря, 6 человек здесь похоронил. И все они стояли на земельном участке. Сейчас где мусульманское кладбище здесь? Здесь нету, вот в этом. Ялту ездил, да. Василий похоронил. Дали, хотели дать здесь землю. Говорят, у вас, говорят, здесь полей много, учу 80 участков var. Возьмите, говорят, один. Но это было раньше, нам сказано. А сейчас нет. Сейчас они стремятся никому. И оттуда выгнать. Да, выкинуть оттуда. Это, если бы сейчас хотя бы определили одно поле, чтобы мы знали, мы бы хоть что-нибудь придумали. Вот 29 семей, человек, которые стоят сейчас только с Никиты.
А так, в общем, 384 земельных участков.